Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Всем известно, что в стране существует проблема с переводом денежных средств в зарубежные страны нашим студентам, а вообще нашим гражданам Туркменистана. К нам обращаются не только граждане Туркменистана. Сейчас ситуация дошла до того, что на нас стали выходить люди других стран. Вот послушайте запись. Алло. Да, слышу. Вы можете сказать, какие у вас там проблемы, что у вас происходит? Кто вы, откуда? Ну да, тут трудно, денег не хватает. Вы кто, откуда? Вы с какой страны? Работать не сможем, да. Вы откуда? Скажите, вы откуда? Что вы говорите? Вы откуда, скажите? Он, наверное, с Мары. Мара? Да, у нее они же аж в Ашхабаде с Мары. Вот девочки тоже, подожди. Девочки, вам тяжело тут жить или не тяжело жить? Вам хватает деньги? Скажите, что это просто телефон. Хватает вам деньги? На все, на что? Скажите. Хотя бы говорите. Вам я хочу помочь. Не бойтесь говорить, это телефонный разговор. Алло. Да. Это вас беспокоит? Вас с вами говорит Туркмен Юрт ТВ. Вы, наверное, знаете в YouTube-канале. Да. Вы скажите, с какой вы страны и какая у вас проблема? Не бойтесь, вас никто не видит. Все равно же нет. Они боятся, видите? Они зашуганные, они боятся. Это ужасно. Да. Вы скажите, с какой они страны сами, объясните, в чем дело. Они с Туркменистана, они с Мара, Ашхабад, не знаю, какие города, они же разные тут учатся. Они, видите, они зашуганные, они боятся даже, никто их камера не видит, с телефоном вот так разговаривать боятся. А я же вижу, в каком состоянии они. Вот $50 на месяц, все, больше ничего. А квартплата стоит 2500, 3000 стоит квартиру, за свет надо, за этот надо, 3000, они за квартиру платят, а потом голодные должны сидеть, что ли? Я не знаю, они очень быстро, они зашуганные, они боятся, некоторые по-русски нормально не могут разговаривать, потому что они просто сильно боятся от этого президента. У них свободы слова нету, они боятся. А как можно так в стране? У них, когда болеют, они на лекарства денег не находят. Вот клянусь, вы не дадите мне соврать, несколько туркменов даже носков у них не было. Я в магазине носки им покупаю. Я им даю, хлеб даю, я им другими помогаю. Я им везде помогаю. В больнице, когда они операцию сделают, у них страховка должна быть нормальная, чтобы они могли полежать. Нет, я веду по своим общим друзьям, которые я хорошо знаю, помогаю даже им делать то и бывает наши операции делать, или зуб удалить, или что-то делать. Это вообще мучение. Как можно? Кого он мусульманин, ему не жалко свой народ. Он песни поет, там на лошадях катается. Он ни о чем не думает, потому что у него вся семья обеспечена. У них дети ни о чем не думают. Как можно топтать этих людей? Как можно? Они же тоже люди. Они же ведь люди. Они за границей на учебу пришли. Как можно так делать? Издеваться над своим народом? Вообще я такого первый раз вижу. Где бы ни было, люди так не мучают, они что-то находят. У них собственные кровные деньги, которые родители зарабатывают, на карточку они не могут деньги положить. Не могут родители. На очередях стоят, лимит закончилась, то там где-то банк закрывается. Короче говоря, у них нет свободы слова. Пусть попробуют родители что-нибудь скажут, потому что он их накажет. Я обращаюсь к президенту Туркменистана. Вот это, то, что вы сейчас прослушали, реальная ситуация с детьми, которые проживают в Российской Федерации. Это не ваши дети. Хотя вы президент страны, и вы взяли на себя ответственность за граждан Туркменистана. Это вы должны заботиться об этих детях, и вы должны заботиться не только о своей семье, своем клане, вы должны заботиться о народе Туркменистана. Почему и на каком основании вы ограничиваете людей в использовании собственных денежных средств? Вы нарушаете право людей пользоваться своими собственными деньгами.
Вы со своим кланом залезли в карман каждой семьи Туркменистана. Почему они должны спрашивать у вас разрешение для перевода своих денежных средств своим детям, которые находятся на учебе за границей? Почему люди должны страдать, не имея возможности получить эти деньги за рубежом? Возобновите нормальную работу банковской системы Туркменистана и системы денежных переводов для обычных граждан. Люди в Туркменистане имеют право пользоваться своими денежными средствами по своему усмотрению. Банковские карты Туркменистана должны работать за пределами страны. Ни в одной стране мира нет таких ограничений. Люди за пределами Туркменистана не могут пользоваться своими банковскими картами. На каком основании устанавливается лимит на право пользования денежными средствами? Это же не ваши деньги расходуются. Граждане Туркменистана имеют право пользоваться своими деньгами по собственному усмотрению и там, где они считают нужным. Вы не имеете права диктовать гражданам Туркменистана, сколько денег они могут потратить за пределами Туркменистана. Näme halkın pulu fenkakangdan galan mülk mi? Народ имеет право. Halkın hakkı var.